сказать огромное спасибо Наташе Ребровой. Спасибо. Наташе Ребровой, которая тут перед вами стоит. У нас 20 лет выставки. Вот, смотрите, замечательный человек. И вообще все те, кто работает в этом музее, подвижники, вы не представляете себе, что у них за зарплаты. И мы представляем. Вот. Ну, у меня пенсия 12 тысяч, так что я всем равна. Оказывается, что пенсионный фонд считает, что членство в Союзе писателей ничего не значит, а писатели не работают. Понятно вам, да? Я не работала с 18 лет. Так вот, сегодняшняя выставка, она необычная, потому что это на самом деле обходный промысел. Это не необычные жанры, в которых я работала, то есть пьесы, проза, стихи, сказки, рассказы, ну, то есть нет, не рассказы, а вот эти кучки Беаты и так далее. Ну так вот, совершенно неизвестно почему, но человеку вдруг приходит в голову совершенно другое. Однажды на рассвете в 5 утра я вдруг подумала: двоюродные ворота. Это такая поговорка есть. Нашему дяде двоюродные ворота. Я подумала, в общем, я думаю, ага. А потом подумала, нет, я не могу. А потом подумала, если сейчас не запишу, все, не запишу никогда. И так у меня создались вот эти пограничные сказки. Потому что это было пограничное время между утром и днем, понимаете? Вот эти пограничные сказки, в которых в конечном итоге действовал Иван Сусанин, Анна Каренина, проездом Лев Толстой, значит, ну и многие другие, в общем. Ну, какая книжка у меня вышла, вот такой толщины. Вот. И, собственно говоря, эта выставка, она, ну, как бы родня вот этому странному состоянию, когда к тебе в голову приходит не весь что. Вот. Вот не весь что совершенно. Значит, однажды у меня произошла катастрофа. Мою квартиру все залило. И даже обвалился потолок, вот честно. И одна стена отошла, и за ней оказалось еще одно окно. Пол сдулся, в общем, и это меня настолько потрясло, мне сказали мои дети, которые бежали по лестнице, они сказали, что я так страшно кричала, ну, потому что я в это время разговаривала по телефону с диспетчером, и вдруг я увидела, что плавно летит вниз потолок. В общем, они испугались дико, и неслись на этот 4-й этаж без лифта старого дома с такими потолками просто мгновенно. Вот. Стали вытаскивать вещи, но уже все было поздно. Короче говоря, и меня поселили, сын мой, Федя, поселил меня в свою квартиру, а сам ушел домой жить. Короче говоря, через 2 дня я начала цикл о Ленине. Ленин, который стоит на мавзолее и говорит: сам двойник. Понимаете? Вот. Мне было страшно весело. Я его рисовала и писала, значит, а потом я сделала даже мультфильм. Вот. Но я что-то его не привезла сегодня, ну, в другой раз. Привезет вот, или Михалыч наш, или водитель Вова, которые являются моими самыми важными и преданными помощниками. Вот Михалыч, это наш директор. Он мой директор. Не берет ни копейки у меня, вы понимаете как? Мой продюсер. Это он организовал, вот у меня 8 числа в театре Электротеатр, да, бывший Станиславского. Да. Вот, будет у меня концерт, вот, и он же организовал концерт «Современники» в театре, в малом зале. Это будет
Творческий вечер. Другая сцена. 7 июля. 7 июля. Девочки, в общем, я счастлива с вами. Я вообще за вчерашний день увидела столько добрых, прекрасных морд. Так мне все улыбались, так меня все хвалили, приносили мне цветы, говорили хорошие слова. А я сижу вообще дома в совершенно полном одиночестве, ну там дети мне звонят, знакомые звонят, но я одна. И тут я увидела, что я не одна. Спасибо. Дорогие мои дорогие, вот здесь стоит человек по имени Сережа. Япония, да, я вчера перепутала. Да, и вот он своими руками сделал эту выставку. Посмотрите, как это все организовано, как это все, просто какая-то башня Таплина наоборот. Вот, значит, и я всем обязана, вот Сереже и Наташе. Как-то так вот получилось совершенно, я бы сказала, спонтанно это все. Это мы, по-моему, месяц назад только. Полтора месяца, в общем. Я подумала, у меня такое количество этих штук, ну чего же не выставить? И я позвонила Наташе, она говорит, да. Обреченная. Обреченная. У нас 5-я выставка или 6-я? Ну ладно, в общем, 20 лет. Самое главное, что это. Вот, и, значит, я хочу сказать вам, что у меня, я еще приготовила, вот, когда это было, ну, накануне концерта вчерашнего, я приготовила свои стихи на цветных красивых бумажках с автографом и с маленьким рисунком, потому что, ну, мало кто знает, но я занимаюсь судьбой 15 людей в маленьком городе Порхове. Это инвалиды детства, которых матери оставили, бросили. И они жили в детском доме в Бельской Устье. И однажды туда поехала, ну, группа волонтеров из Москвы, знаете, это 600 километров. И они туда приехали, был летний день, прекрасные леса кругом, черника, грибы, туда-сюда. За оградой по песку бегали ползали дети. Бритые наголо и в лохмотьях, босые. Когда они вошли на территорию этого детского дома, они увидели, что запах стоял чудовищный, потому что в каждом окне висели и не один матрас один на другим. Выяснилось, что там не работала стиральная машина, но матрасы не постирать в стиральной машине. Вы понимаете, в каких условиях эти люди жили, маленькие. И один из них, Алеша, Михайлюк, ну, они там приготовили спектакль для них, принесли печеньца, там, конфеты, карандаши, ну, что обычно, подарок, альбомы. И увидел, что девочка ползет по песку. Не может доехать никак. Через неделю привезли коляску инвалидную. И с этого момента он начал заниматься этими детьми. Тому уже прошло, в общем, много лет. 16 лет назад он купил, он был богатый человек, успешный 30-летний, ну, такой этот, компьютерный бизнесмен. Он торговал с Латвией, с Литвой, потому что Псковская губерния, она граничит со всеми ними. И он купил несколько домов, основал 4 мастерские, значит, слесарную, столярную, гончарную, и по вышивке, и плетению бисером. И он взял больше 100 человек, понимаете, вот этих инвалидов. И сейчас у него осталось 14. Уже все живут отдельно. Понимаете, эти инвалиды, которые осуждены на всю жизнь в эту тюрьму, ПНИ называется, психоневрологический интернат, не дай Господь вам узнать это близко. Не дай Господь. Я туда пыталась войти, но меня не пустили. Вот.
они все заняты промыслами, они все как народные художники. Расписывают дощечки, продают, расписывают, пекут эти самые глиняные плошечки, вяжут. Один из них Марат, который не умеет читать совсем, но умеет читать, понимаете, эти книги, в которых написано, как плести, понимаете, вот. Он знает, понимает вот эти схемы, умеет читать, не умеет читать. И замечательные он делает работы. Вот на шее эти самые колье, когда у них праздник, мы устраивали их праздники, и они продавали вот эти свои работы. Та девочка Юлечка, про которую я вам сказала, она сейчас учится ходить. Ну, у нее были тяжелые обстоятельства, ее вела семья, которая сняла все деньги с ее книжки и отправила ее обратно. Но она их очень любит. Вот. Ну, короче говоря, я хочу сказать, что... А папку не принес Саша? Нет? А где же папка? Ну, если папку привезут, то там у меня работы, которые я продаю очень дешево. Ну, сколько можете, столько дадите. Я работала, рисовала, подписывала. Саша, да. Он дал папку такую, большую папку синюю. Сейчас я посмотрю, сейчас. Да, да. Вот. Дайте мне, пожалуйста. Хорошо, иду. Там мои стихи, понимаете, которые не опубликованы. Ну, вот как бы это еще новая книжка. Вот она. И мои портреты, видите, вот я сделала. Ну, портреты, я извиняюсь, сейчас не буду продавать, потому что все-таки это оригинал. Я дешево не могу, потому что я собираю деньги для Алеши, для Юли. Нет, ничего. Вот. Вот это стихи для малышей. И если такой стишок повесить над кроваткой, будет он знать его. Как мы с лампочкой похожи. Я засну, и она тоже. Друг мой верный, одеяло меня ночью одевала, а подружка лежала подушком. Понимаете, это на ночь стишок. Вот, смотрите. Ножки аиста, как ниточки, на одной стоит на цыпочке. Он осматривает путь, куда нитку протянуть. Это тоже детское. Кто имеет длинный нос, цапля, чайник и вопрос. Вот. Эта птичка-невеличка называется синичка. У ней лапки, как веточки, у ней в гнездышке веточки. Вот если ребенок эти стихи будет читать где-нибудь, то он будет единственный, который знает эти стихи. Этот важный ребенок, это бегемотенок, большой размер у ротика ребенка-бегемотика. Это надо его кормить, чтобы он раскрывал рот. А это большое стихотворение. Я боролся с табуреткой, я ее не победил. Что такое табуретка? Я под ней валялся долго, а потом она на мне. Что такое табуретка? Это очень страшный враг. У нее 4 ноги и тяжелая спина. Хорошо, что нету зубов. И на ногах нет когтей. Табуретку не укусит и на маму не скакнет. Я боролся с табуреткой, я ее не победил, а потом боролся с мамой. И теперь стою в углу. Папа, лежа на диване, книгу толстую читал. Я спросила его про танки. Он подумал и заснул. Это с натуры. Вот. Майский жук сидит в углу, за ведерком на полу, тихо требует: народы, дайте света и свободы. Я летучий майский жук, не могу я нюхать лук. Тут же воздух невозможный. Я же вам не жук навозжный. Летаю между туч, мне противен запах куч. Я рожденный красоты, мама майская, где ты? А теперь мой сын Федя меня называет мама майская. Я подписываю смс-ки: мама мать. В бассейн Москвы-реки
проникли рыбаки. Они в это хранилище закинули удилище, решивши в этот день устроить рыбный день. Но только в те поры проснулись комары. У них, у дураков, был день рыбаков. Мало смеетесь. Они смешные, эти стихи. Ползла улитка по склону Фудзи-ямы. Видала Фудзи-яму, да не видала ямы. Прислала телеграмму: предупредите маму, прекрасен вид из ямы на землю Фудзи-ямы. И вот здесь везде мои рисунки, такие маленькие, но тем не менее. Вот. В общем, это вот эти детские стихи. Да, вот еще последнее прочту. Хотелось телятин, да волка поймать, да волка поймать, да в лоб ему дать. Чтобы волка поймать, да в лоб ему дать, надо волка догнать. Чтобы волка догнать, волка поймать, да в лоб ему дать, надо на ноги встать. Чтобы на ноги встать, и волка догнать, и волка поймать, да в лоб ему дать, надо сойти с кровати. А нашему теляте хотелось лежать. Ребята, ужасные крики во мраке с вопросом кидают собаки. И им отвечают другие собаки четвероногие. О чем эти дикие лаи? Собаки, быть может, и сказали. Но их заглушили другие собаки четвероногие. Ну вот эти все стихи. Вот. Ну и тут скажите, каракатица, где вы купили платьице, а это уже песенка детская, потому что мои детские концерты, они всегда сопровождаются музыкой, песнями, танцами. Вот, милые друзья, значит, вот это вот. А вот последний. Папа завтра улетает рейсом в 10:45. Он собрал большую сумку, но пока не застегнул. Утром мы кота искали. Перерыли весь чулан. В прошлый раз он там нашелся, он там в ящике сидел. А потом мы застегнули сумку папину вдвоем. Он опаздывал, уехал, всех скорее поцеловал. В 10:40 он приехал, быстро сумку застегнул, выбросил кота из сумки и обратно улетел. Это подлинный случай. Ну вот, короче говоря, ну, тут и про Петю Петушок, и вообще много всего. Вот. Полночи я сижу, рисую, пишу, печатаю. И в результате мы собираем деньги для моих друзей, которые, если вы им поможете, будут вашими друзьями. У меня в Фейсбуке, я от них рассказываю, там есть фотографии, тоже девочки-дулечки, которые везут в коляске. Вот. Спасибо. Поднимаете? Поднимаем. Сашечка, дайте какой-нибудь пакет, чтобы люди складывали денежку. Хорошо. Это, пожалуйста. По рядам просто надо, пустить надо, да? Нет, ну вы можете выбирать. Ну, пожалуйста, конечно, хорошие начальники. Только если вам попадется автопортрет, то это не так дешево. Ну, я желаю, конечно, вам всяческого блага. И чтобы никогда ни у вас, ни у ваших друзей, ни у вашей семьи не было никаких проблем. Дышите, кто еще бы хотел? Ой, извините. Ну, конечно. Вот, раздавайте тоже, потому что действительно сейчас. Ой, спасибо. Ну ладно. Девушки так любят складывать. Нет, конечно. Что ж я осталась? Так, вы взяли автопортрет? Нет, ладно. Если кто хочет больше дать, мы примем больше. Правильно. Там вино в стаканчиках пластиковых. И вот еще наливается вино. Вот он стоит, вот он, пакетик вина, вот он наливает. Вино, чай, сахар, какой тебе любишь? Хороший.
Да. Ходите практически? Чай, вино. Так, все, кончились ваши папиры. Последний осталось, да? Нет, это... Во! Во! Вот, дальше. Ну, впрочем, надолго. Я пыталась найти, но он сказал, что болезнь. Да они ко мне подходят все время, в основном на похоронах. Вот когда хоронят какого-нибудь известного человека, обязательно подходит. Так, чай, пожалуйста, угощайте. Да, все есть. Меняем. Народ российский. Спасибо вам, Владимир. Вот я и говорю, что не я собираю, а собираю вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Так, есть тонкий у меня, еще 200. Получаем мои стихи. Еще 100. Еще 100. И еще 100. Все. Закончим. Кто мне дал, пожалуйста? Раз. Еще кто мне дал? Кто мне еще дал? Я хочу дать, но вы не взяли. Давайте. Больше и меньше. Итак, 20 тысяч! Пожалуйста. Поэтому пополняйте, пожалуйста, нашу коллекцию. Ну вот, Если не ошибитесь, все, что у вас будет выходить. Положим на полочку вашу коллекцию. Это наша ну не говорите мне, не надо. Нет, не будем писать. Нет, у нас хороший там время. Топор двуручный. Я на яйца. Менеджер подельщика. Объемной понравился. А вы понимаете, что такое орел? Да. Орел двухголовый. Ищет. Все, Москва. Ничего похожего. Нет, это просто, понимаете, какая история? Там такая штука, ну, действительно, Юрка мне звонит. И говорит: Люся, у нас тут так получилось, что ежик на тебя похож. Как? Я говорю: брави для цапли, берите ежик. Теперь проходит время. У нас с Юрой немножечко, даже совсем не немножечко, сейчас мы просто не общаемся. Значит, ему исполняется 62
лет, 65, и у него берут интервью. И спрашивали, правда ли, что? Он говорит, она врет. Ну, типа, я примат. А вы сказали, да? Да, она врет. И, значит, я перестала вообще с ним общаться. Года на 2. Он очень всполошился. И потом большой, такой, у него книги такие большие, по-моему, продаются по 5000. Там на 200 какой-то 150 страницы, там есть маленький абзац, что да, действительно, он звонил, и, как бы сказать, это получилось. Но это не с нее, это просто случайно. Вот, значит. И, собственно говоря, я здесь тебе говорю, что ничего похожего, и я вообще не люблю этот фильм. Он сладкий. Когда мы делали сказку «Скат», я все время его опускала вот так и говорила, нет, нам туда не надо, нам надо пониже, нам нельзя туда. Вот. Потому что это действительно, как бы сказать, сентимент. А я потом написала сказку про порнофильм, где вот брат тоже на выезде, нос к носу с лошадью. Простите, я не совсем всегда отделяю общество главное зла. Вот, и меня... Говорите погромче, пожалуйста. Просто вот я вижу вот все это, видимо, по поводу нашего общества, от которого я не совсем себя отделяю, то есть у меня нету. И вот... Какое тогда прям по выбору, как ваш стоматолог? Нет, 32 клыка. Нет, это же просто абсурд. Причем здесь общество? Да, абсурд. Это абсурд. Просто... Семья однояйцевых снимет квартиру. Да. А что такое однояйцевые? Это близнецы однояйцевые. Это вот наше общество, одноклеточные, однояйцевые. Да ничего подобного. Я люблю Россию, русский народ. Очень я не видно, очень общество. И вообще все эти перестаньте. И я просто хочу, вы знаете, что вы похожи на еще одного мультипликационного героя. Сейчас я проверю на вашу вот эту на шипокляк. Знаете, это мне клеветники. Клеветники? Да, которые были на столу. Злодеи. Нет, ну, я сказала, слышишь, Вина зеленая. Да. Вот, видите? Но ее образ появился до вас или после вас? Потому что сейчас вы на нее очень похожи. Вы знаете, как, например, Горький на Ницше. Вот с Риной Зеленой мы родня. Она ведь все время сочиняла. Вы знаете, Рина Зеленая писала сама свои тексты. Из вас, наверное, никто не помнит. Рина Зеленая в параде читала свои собственные рассказы. Отец идет. Мы с мамой пошли на уранник наверху. И все время искал, потом кончилось, я его нашла. Понимаете, вот это были, я не знаю, где это на сайте, это по радио было, наверняка это где-то хранится. Она все время сочиняла сказки, вот такие рассказы от лица малышей. И свой голос дивный совершенно. Необычный. Да, и она его еще делала. Так у нее такой голос. Она нет, когда вот когда у нее в молодости вот это вот, она вот так, а уже потом, когда такие преклонные уже годы были, у нее немножко было вот наследственность, она так вот лежала, что встала. До 5 она читала. От 2 до 5 читала. Я думаю, и сейчас, да? Ну вот, понимаете, у меня Рина Зеленая. Здесь запись на поет. Как же? В фильме. Да, черепаха. И потом она в этом самом. Я сама была такая ровно 300 лет назад. Нет, потом у нее, помните, она поет с этим? Тортили. Нет, она поет в фильме другом, в этом. Дайте жалобу. Нет. Она поет в сказочном фильме «Красная шапочка». Помните? Шапочка спит, заснула, и она Кто-то породил. Это очень сладко. Что не любите? Сладко. Музыкальный вечер. Когда мы услышим Лили Марлен? Когда мы услышим Лили Марлен? Вот, приходите.
Вот. 8 июня или 8 июня? Нет, это в «Современнике» или в электротеатре. Цена там 1000 рублей. У меня не будет сил, потому что я все время буду в разных местах. Екатеринбург, Лондон, Никола Ленивец. У меня 3 поездки довольно долгие. Даже ехать под Калугу — это почти 4 часа. На самолете ближе. Быстрее, чем до Лондона. А? Быстрее или нет, чем до Лондона? Не, ну до Лондона. Это расстояние детское, там все с детьми будут приезжать. Дай бог, чтобы была хорошая погодка. Вот. Ну ладно, ребята. Я вам страшно благодарна. 20 тысяч собрали. Сегодня же вечером мы пошлем. И это зарплата педагога 15 тысяч. И это зарплата педагога. И пенсия 15 тысяч. У меня 12. Ну я надеюсь, что это детям попадет. А вы не пробовали когда-нибудь стать театральной актрисой? Разве не актриса? А ты актриса, в том-то и дело. Нет, я играла в эстрадном театре МГУ. Ну, не кажется. Я там пел, танцевала. Молодость, да. Утешала людей, да. Мне потом сказали, что Олег Николаевич Ефремов так хохотал, потом сказал: уберите от меня эту женщину. Наверное, был немножечко. А Райкин меня как бы искал. Но я работала в последних «Известиях» радио, и мне каждый вечер на 10-часовой выпуск нужно было диктовать заметку. Я целый день бегала заметку, это новости. И я побежала после спектакля диктовать, может, этой самой стенографистке. А потом кто-то прибежал и сказал: тебя Райкин искал! Ты что? Я сразу вспомнила Пушкина. Помните, его искал? Ну и хорошо, что не нашел, потому что была бы я сейчас артистка на пенсии. Ибо, в общем, он не давал спуску своим актерам. Но он давно уже умер. Вы могли после этого избрать. Нашли большую книжку «История моей жизни», но которая, в общем, относится к тому, что история моей жизни основана на 9 томе. А больше быть может? Моя дорогая, моя лучшая, да. Но я к этой бабе не пойду. Может быть, странное то, что не проза и не стихи, а то, что это называется комикс. Значит, еще Кахинеевич, такие рисунки замечательные. Видишь, художник вообще гений совершенно. Он брал самые рамочки из Нивы 12-го года, из 50-х годов, объявлений. Арфа пятиструнка, там с автобусом. Знаете, значит так, ну, видите ко мне, ладно, я там дети растут, а вы все такое. Даже лучше, уж тогда вы немножко были, как я была. Ну, как бы сказать, немножко самое главное, вчера мы там спали, я вместе с двумя девочками. И они надели знаете, такой фурор на весь зал. То есть, надевший шляпу. В этом смысле, да. Вот сейчас я не рискну снять.
Ну все. Я, так сказать, знакома с Татьяной Рекунковой, будет сдавать. Может, спросите, где я бы подошла. Я сама ни разу в жизни не предлагала быть распространителем нашего журнала. Это нужно всякие презентации ездить и так далее. Но не так только о Нет, очень интересно. Если не слышу, Окончил знать, что нет, есть момент очень такой, там скользкий, ведь канал ничего не писал, не будет. и она вдохновляет, и он продолжает работать. Все это потрясающе интересно и хорошо, но это мимо. Ну, конечно, там, конечно, там очень. Я помню. Такие маленькие. Да? Они сильные. Как такая наша главная редактор скотина, какой его право имеет рисовать Нормально, стихи. сейчас мы там уже последние штрихи. Спасибо, спасибо. Что вам не нравится? Это те стихи, которые дети читают. А дайте мне башак, я вам пишу, потому что там 3 лет я Ну что, ты прочитала то же самое, рассказ? Да. Давай. Ну, в общем, там есть две, да, у них есть, они враждуют между собой. Одна более подлая, другая более сильная. У них есть дети, и они подружились, значит, точнее, дочка одной подружилась с сыном другой. У него про Ромео и Джульетти, они сами дружили, значит, а эти мамы их пытаются все время разлучить. И потом еще была там одна беглая вредная сплетница, и все время выставляла их обеих дружными в итоге. Ну, кончилось все, в принципе, хорошо, наверное, по меркам этого, да. Да, вот. Еще что понравилось? Все остальное тоже. Нравится тебе Петрушевская? Да. Даже. И, значит, 3 года назад мы еще взяли книжку про котика полосатого, сказку. Как называется? Тельняшка Джек. С автографом? А о чем там? Про котика, который спас ученка от зла других плохих котиков. Понравилось? Да, очень.